Добрый вечер. В студии Валик Генаев. В эфире очередной выпуск информационного канала «Чечен-Инфо». Это еженедельная информационно-публицистическая программа, концепцию которой в нескольких словах можно определить как репортерский взгляд на главные события недели. Авторы программы готовы к максимально полезной и продуктивной беседе с телезрителями, готовы помочь быть осведомленным в современном обществе и не теряться в потоке информации. В 1 час нашей программы уместились обзор событий минувшей недели, обзор сетевых ресурсов и несколько сюжетов на темы прошедшей недели. Все это создает полноценную картину информационной недели Чеченской Республики. Однако все это лишь малая толика того, что мы собираемся показать и рассказать вам в течение ближайшего часа. Напомню, цель программы не нагнетание ситуации, а оперативное информирование, которое даст телезрителям возможность ориентироваться в информационном потоке. Итак, приятного просмотра. Сегодня в программе республика встретила новый 1431 год по хиджре. В Грозном открыта многопрофильная детская клиническая больница. Рубрика «Экспресс-инфо» о наиболее ярких событиях прошедшей недели. Ровно 5 лет назад, в декабре 2004 года, указом президента России Рамзану Кадырову присвоено звание Героя Российской Федерации. Портрет чеченца, гражданина и патриота в еженедельной рубрике «Дайджест-инфо». Президент Чеченской Республики вступился за чеченских беженцев в Польше. Чеченский журналист стал одним из победителей Всероссийской молодежной премии «Прорыв». Обо всем об этом и не только в еженедельной рубрике «Ченет-инфо». Каким он будет, чеченский синематограф, и что нас ожидает в этом направлении? Об этом в рубрике «Тема инфо» рассказывает Магомед Нухаев. Рубрика «Вести инфо» с обзором последних и наиболее ярких общественно значимых публикаций газеты. Рубрика «Жизнь замечательных людей» о жизни и судьбе Ахмата Мациева, человека, стоявшего у истоков вайнахского языкознания. Рубрика «Экспресс-инфо» – это наш еженедельный краткий обзор наиболее ярких событий недели, а также ситуации информационных поводов высокой общественной значимости. Рубрика отличает динамика и изящные приемы подачи материала. Это 10 минут полезной информации в 10 динамичных сюжетах. На прошедшей неделе в горячую десятку событий попали новость о том, что республика встретила новый 1431 год по хиджре и что в Грозном открыта многопрофильная детская клиническая больница. Но и это не все. Рубрика «Экспресс-инфо» о наиболее ярких событиях прошедшей недели. В театрально-концертном зале Грозного прошло торжественное собрание, посвященное Дню Конституции Российской Федерации. Открыл мероприятие президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который поздравил жителей со столь значимым праздником. Глава региона отметил, что с основным законом страны связано становление новой российской государственности, основанной на ценностях демократии, свободы и прав человека. Рамзан Кадыров также отметил, что за последние 15 лет чеченский народ прошел нелегкий путь, полный тяжелых и суровых испытаний. Тем не менее, по его словам, благодаря масштабным позитивным переменам Чеченской Республики сегодня появилась возможность эффективно решать многие сложные задачи. Кардинальные изменения претерпела общественная, политическая и социально-экономическая обстановка. Кадыров также выразил уверенность, что Чеченская Республика в ближайшие несколько лет займет достойное место среди развитых регионов страны. Жителям ветхого и аварийного жилья, признанного непригодным к проживанию, будут выделены квартиры в новостройках. Об этом на встрече с президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым сообщил мэр Грозного Муслим Хучиев. По его словам, в настоящее время городская администрация проводит мониторинг жилого фонда для выявления ветхих и аварийных домов. После переселения признанные непригодными дома будут снесены, а на их месте построены новостройки. Муслим Хучиев также проинформировал президента о том, что мэрия города готова выделить жилье 6 остро нуждающимся семьям, обратившимся к Рамзану Кадырову в ходе прямого эфира 28 ноября. Здесь же глава Грозного проинформировал президента, что основной акцент в деятельности мэрии на следующий год будет сориентирован на строительство и ремонт автомобильных дорог. В частности, в предстоящем году планируется заасфальтировать свыше 30 улиц Грозного. В 2010 году на реализацию развития экономики Чеченской Республики выделят 14 миллиардов рублей. Финансирование и реализация республиканской целевой программы «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики» на 2008-2012 годы стали предметом обсуждения встречи президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова с министром экономического развития и торговли Чеченской Республики Абдуллой Магомадовым. По словам министра, на реализацию данной программы в нынешнем году будет предусмотрено свыше 18 миллиардов рублей, 16
12 из которых были предусмотрены федеральным центром. Глава Минэкономразвития также сообщил, что на реализацию программы в 2010 году предусмотрено свыше 14 миллиардов рублей. Министерством для оказания господдержки предприятиям, восстановленным в рамках программы, подготовлен и направлен в Минрегион России перечень из 41 предприятия. В свою очередь Рамзан Кадыров отметил, что министерство должно уделять особое внимание проектам, нацеленным на создание рабочих мест и поднятию экономики республики. В следующем году необходимо усилить работу в области разработки новых и интересных молодежных проектов. Финансовую поддержку в их реализации окажет фонд имени Ахмата Кадырова. Об этом президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил на встрече с начальниками отделов Комитета правительства Чеченской Республики по делам молодежи. По словам Кадырова, в ходе подготовки мероприятия нужно учитывать, что некоторые вопросы, которые пару лет назад считались актуальными, на сегодняшний день таковыми не являются. Глава республики выразил уверенность, что в 2010 году необходимо пересмотреть приоритеты в работе Комитета по делам молодежи. Президент также отметил, что КПДМ должен принять активное участие в подготовке к новогодним праздничным мероприятиям. Как подчеркнул Кадыров, республика должна встретить Новый год ярче, чем в других регионах Северного Кавказа. При этом он добавил, что во время праздников чеченская молодежь не должна забывать о правилах поведения в обществе. Благотворительными акциями отметили наступление 1431-го мусульманского Нового года в Чеченской Республике. Они были проведены в соответствии с поручением президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Центральные события праздника прошли в Грозном. В соответствии с мусульманскими традициями представители администрации Грозного побывали в 9 социальных учреждениях города. Все воспитанники этих учреждений получили от представителей мэрии новогодние подарки. Также в честь праздника в Грозном были совершены обряды жертвоприношения. Мясо животных отвезли в социальные центры и раздали нуждающимся. Президент республики Рамзан Кадыров поздравил соотечественников с наступлением Нового года по хиджре, пожелав всем счастья и благоденствия. Напомним, мусульманское летоисчисление ведется с июля 622 года, дата переселения мусульман из Мекки в Медину. 15 декабря в Доме печати прошел вечер памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. В мероприятии приняли участие министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Чеченской Республики Шамсаил Саралиев, а также журналисты республиканских СМИ, родственники погибших и представители молодежных общественных организаций. В рамках вечера памяти присутствующим продемонстрирован видеоролик, посвященный чеченским журналистам. В своем выступлении Шамсаил Саралиев отметил, что в самые трудные времена журналисты республики стояли на передовых позициях, освещая происходящие события. Мы разделяем горе, которое постигло родственников погибших журналистов, и всегда будем помогать им, сказал министр информации. Здесь же было отмечено, что имена 22 чеченских журналистов, погибших в период военных действий, будут высечены на памятнике погибшим журналистам всего мира, который установят в Турции на горе Тахталы. На неделе в столице Чеченской Республики открылась республиканская многопрофильная детская клиническая больница. Как отметил министр здравоохранения Республики Шахид Ахматов, до этого жителям республики приходилось выезжать со своими детьми на лечение в соседние регионы. Теперь же эта проблема полностью решена. Детская больница расположена в Старопромысловском районе Грозного. В больничный комплекс входят 4 корпуса, поликлиника на 350 посещений в день, административный корпус и 2 стационара на 450 коек. Здесь же функционируют 10 отделений, в том числе хирургическое, травматологическое и ортопедическое. Больница оснащена самым современным оборудованием. На эти цели было выделено более 135 миллионов рублей. Уже завезено и установлено технологическое оборудование. Обслуживать пациентов будет высококвалифицированный медперсонал. В Заводском районе Грозного в рамках профилактической операции «Пиротехника» сотрудниками правоохранительных органов изъято большое количество контрафактных пиротехнических изделий. Как сообщает пресс-служба МВД Республики, пиротехника была изъята в одном из магазинов по проспекту имени Путина. В общей сложности милиционеры изъяли свыше 16 тысяч единиц пиротехнической продукции китайского производства без соответствующих сертификатов качества на общую сумму более 400 тысяч рублей. Подобные рейды по проверке мест продажи пиротехнической продукции на предмет соответствия планируется провести по всей республике до 15 января 2010 года. Республиканские правоохранительные органы проверят качество реализуемой продукции, а также все торговые точки, не имеющие разрешения на торговлю пиротехникой. Отметим, что подобные проверки проходят по исполнению поручения министра внутренних дел России Рашида Нургалиева.
Хорошие успехи мы делаем на самом-то деле. И больницу новую построили, и Новый год мусульманский встретили замечательно. Продолжаем выпуск. Ровно 5 лет назад, в декабре 2004 года, на тот момент президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание Героя Российской Федерации тогда еще первому заместителю председателя чеченского правительства Рамзану Кадырову. Звание Героя России, как отмечалось в указе, было присвоено молодому воину и политику за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. В те декабрьские дни, принимая столь высокую награду, Рамзан Кадыров отметил, что в его лице награжден весь чеченский народ и что он намерен и дальше продолжать бескомпромиссную борьбу с терроризмом и бандитизмом. Портрет чеченца, гражданина и патриота в нашей еженедельной рубрике «Дайджест Инфо». Мало кому в этой жизни дано стать живым воплощением чести, достоинства, патриотизма, храбрости, твердости духа и целеустремленности. Личность, обладающая всеми перечисленными качествами, появляется у того или иного народа на самых трудных его исторических этапах и, как правило, выводит свой народ из черной полосы войн и хаоса, крушения традиций, да и самих надежд. Таковыми были Петр I для России, Махатма Ганди для Индии, Авраам Линкольн для Соединенных Штатов и Ахмад Хаджи Кадыров для чеченцев. Ахмад Хаджи всегда говорил, что для него надежды и чаяния чеченского народа превыше всех должностей, титулов и привилегий. Он доказал свою верность народу всей своей жизнью и даже самой своей смертью. Он ушел в День Победы, ушел непобежденным, так и не склонил головы перед врагами, трудностями и обстоятельствами. После гибели Ахмата Кадырова многим показалось, что процесс позитивных преобразований будет свернут, и мир, такой долгожданный, казавшийся уже близким, не наступит никогда. Казалось, что с его трагической гибелью была похоронена сама надежда многострадального чеченского народа. Враги России и чеченского народа уже злорадствовали. Но ни они, ни те, кто искренне желал чеченцам мира и благоденствия, не могли предполагать, что падающее из рук героя знамя свободы подхватит гражданин и патриот не менее достойный. Я был всегда своим народом. Я считаю себя защитником своего народа и буду защищать до последнего интерес нашего народа и республики. Рамзан Кадыров уже на момент гибели первого президента был одним из самых влиятельных людей Чеченской республики. Личный телохранитель, водитель и первый помощник отца. Постоянное общение с отцом, его наставления уверили Рамзана Ахматовича в том, что путь, избранный ими, единственно верный в сложившихся обстоятельствах. Это был путь спасения чеченского народа, по сути, стоявшего на грани физического уничтожения. اون خیلی خوب صحوادی تنظیم دارن خاصة اول صحواد زرش دارن بعدش تقدين ولا أحد الله سو جزء دارن أروق دارن بس تيجي حاجة تسين هون ده شيء سون هو تغييرش دارن تغييرهم تو ليلوش ديك شنيا خامة تغيير حتى ولا تغييرش دارن خون جوش تغييرش ديك دارن سون سو دارن ليلوش ديك سو ده سون منين سون مصر خلاص يوزاي وزاي دارن. Процесс мирных преобразований, начатый Ахматом Кадыровым и поддержанный президентом России Владимиром Путиным, если можно так сказать, был еще в младенческом возрасте. Вооруженное сопротивление террористов не было сломлено до конца, они еще представляли собой серьезную опасность. Федеральные структуры, мягко говоря, относились с опаской к команде Кадырова, а в некоторых случаях были настроены откровенно враждебно. О городах и селах, лежащих в руинах, об экономике, представлявшей собой величину чисто гипотетическую, и говорить не приходится. Одним словом, наследство Рамзану Кадырову досталось малозавидное. Тем не менее, у него было самое главное – уверенность в правильности выбранного пути и решимость идти по этому пути до конца. Сразу же после гибели первого президента Рамзана Кадырова назначают первым вице-премьером правительства Чеченской Республики, отвечающим за силовой блок. Тогда он был в звании капитана милиции. Тем не менее, Рамзан Ахматович сумел организовать слаженные действия правоохранительных структур республики, спецслужб и федеральных сил таким образом, что эффективность в борьбе с бандподпольем значительно возросла. Боевые задачи и планы разрабатывались под непосредственным руководством самого Кадырова. Очень часто он сам возглавлял объединенные отряды при проведении спецопераций. Да и до этого назначения он всегда был с автоматом в руках. Рамзан Ахматович вместе со своим отцом, первым президентом Чеченской Республики Кадыром Ахмад Хаджи, стал на путь именно борьбы с бандподпольем, международным терроризмом.
И многие, если говорят сегодня, что это по возрасту еще молодой человек, но за короткое время он прошел очень большую школу. Сегодня это опытный руководитель, который способен решать поставленные задачи. Кадырову было не привыкать нюхать порох. С момента назначения Ахмад-Хаджи муфтием республики в 1994 году он был с ним неразлучно. Соответственно, постоянным спутником Кадырова-младшего было оружие. Более 20 раз ваххабиты покушались на Ахмад-Хаджи. Но судьба была к нему благосклонна. Все эти покушения он пережил, как и Рамзан. Да и на самого Рамзана Кадырова покушались не раз. Смерть настигала всех – родственников, друзей, единомышленников, простых людей, случайно оказавшихся поблизости, но не Рамзана. Видимо, участники бандподполья, понимая, какую опасность для них представляет Кадыров, покушались на его жизнь всеми возможными и невозможными способами, но тщетно. Я потерял 420 человек, из них самые мои близкие друзья, товарищи, которые со мной выросли, братья, двоюродные братья, троюродные братья, одноклассники мои. Отца потерял, что еще? Народ пострадал. Война счастливым человека никогда не сделала. После назначения Рамзана Кадырова куратором силового блока в 2004 году у ваххабитов начала земля под ногами гореть. Спецоперации следовали одна за другой. Самые одиозные лидеры ваххабитов были уничтожены в кратчайший срок. Оставшиеся понимали, что и им недолго осталось коптить небо. Результатом активизации оперативно-розыскной и профилактической деятельности правоохранительных структур стало уничтожение Шамиля Басаева, Абу Валида, Абдул-Халима Сайдулаева и Аслана Масхадова. Бесславный исход сил международного терроризма на Кавказе был предрешен. Вместе с тем, уничтожение огнем было не единственным методом борьбы с терроризмом. Одна за другой последовали амнистии для тех из участников бандподполья, кто не запятнал себя кровавыми преступлениями. Это позволило вытащить из рядов незаконно вооруженных формирований в общей сложности более 1000 человек. И здесь Рамзан Кадыров проявил себя мудрым политиком и последовательным учеником своего отца, который в свое время заявил: «Наша цель не в том, чтобы уничтожить всех, а спасти кого только можно». Сын помнил завет отца. Он пытался сохранить жизнь каждому, но выбор многих из них самих был другим. К чему призывал мой отец? Он добился амнистии, чтобы их прощали, чтобы они вернулись в мирной жизни. У него никогда не было, что надо убивать там, надо сохранить хоть одну человеческую жизнь. Вот всегда он призывал к этому. Всегда он протянул руку мира, дружбу. Там, он всегда был за... Эти шайтаны не поняли. Уже в должности вице-премьера Рамзан Кадыров добился немалых успехов на поприще борьбы с международным терроризмом. Криминогенная обстановка в республике существенно улучшилась. Подрывы фугасов, обстрелы милиционеров и военнослужащих, покушения на жизнь работников государственных структур, которые до того были делом чуть ли не ежедневным, постепенно сошли на нет. Закономерным итогом этой деятельности стало представление Рамзана Кадырова к званию Героя России. В декабре 2005 года президент России Владимир Путин подписывает соответствующий указ. Уже в 2005 году Рамзана Кадырова назначают председателем правительства Чеченской Республики. На тот момент Рамзан Ахматович носит погоны майора милиции. Назначение Рамзана премьером ознаменовало новый виток борьбы с ваххабизмом. К тому времени он уже зарекомендовал себя мудрым и ответственным руководителем, способным решать масштабные задачи. Он добился беспрекословного выполнения своих поручений и приказов, в том числе и от структур федерального подчинения, базирующихся в Чеченской Республике, будь то прокуратура, ФСБ или отдельная группировка войск и сил. Рамзан Кадыров стал, как принято говорить, харизматичным лидером. Этот период стал временем укрепления мощи правоохранительных структур, накопления боевого опыта и дальнейшего роста роли чеченской милиции в борьбе с силами экстремистов. Это же самое время, будучи на посту председателя правительства республики, Рамзан Кадыров проводит ряд встреч с государственными и духовными лидерами ряда исламских стран, после которых короли Саудовской Аравии и Иордании, муфтии ряда стран Ближнего Востока признают его единственно полномочным вести диалог от имени чеченской
чеченского народа. Вместе с тем, ваххабиты, оказавшиеся вне закона и как борцы за веру, и как родители чеченского народа, лишаются почвы под ногами. Денежный поток, до сих пор щедрой рекой, финансировавший их подрывную деятельность на Кавказе, превращается в жалкий пересыхающий ручеек. Учитывая все эти факторы, остатки бандформирования изменили тактику. Теперь они полностью отошли от идей сепаратизма, провозгласив имарат Кавказ и его эмира Абу Усмана. На деле же имарат стал эфемерной величиной без границ и национальностей, а эмиром назначили убийцу и вора Доку Умарова. Да вот незадача. Именно в это же время, по представлению президента России Владимира Путина, и после утверждения парламентом Чеченской Республики, президентом республики становится Рамзан Кадыров. Злейший и непримиримый враг международного терроризма получает всю полноту полномочий. Дни ваххабитов на земле войнахов были сочтены. Если не мы, то никогда в жизни не навели бы порядок в Российской Федерации. Если не мы стали бы на защиту России, то считайте, что Россия уже не существовала. Учитывая заслуги Рамзана Кадырова в деле установления мира на Кавказе и защите южных рубежей России, отмечая при этом военный его талант, министр внутренних дел России Рашид Нургалиев подписал приказ о присвоении Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову звания генерал-майор милиции. Приказ был оглашен 10 ноября, в День милиции, на торжественном построении на территории МВД по Чеченской Республике. Для разбора с Россией выбрали нашу республику. Сендера вей республика, вей мох, вей кам, дара вей дона. Сабикан схажен был дела, вей баан дала, таган Российской Федерации. Фарат амнеш дон дершту, тагана вей баандуш. Бусалдин лас дош агаш. Российской Федерации дона, бусал амнеш дон. Иза вей дона таган вей нохши хол, вей нохши бех хол вей. Что ж, история чеченского народа не только история войн и выживания народа. Это еще и история героев, которые всегда шли впереди, ежеминутно рискуя жизнью, освещая путь другим своими светлыми помыслами и чистым духом. Сейчас, на рубеже тысячелетий, этот жребий выпал герою, сыну героя и сыну героического чеченского народа, генералу Рамзану Кадырову. Твое сердце в горах, а душа на равнине, и мечты в облаках, но они все о мире в Чечне, и пути славном горца на чеченской земле. Твой образ как солнце, Рамзан, ты герой, знай, Рамзан, Чечня с тобой. Пусть Всевышний на пути твоем поможет. Мы тебя не подведем, за тобой, Рамзан, пойдем. И Ахмат Хаджи мы вместе курс продолжим. Ну а теперь пришло самое время заглянуть и узнать о том, что же говорит всесильный интернет о Чеченской Республике. И в самом деле, что говорят о нас на сетевых ресурсах? На прошедшей неделе говорили о том, что президент Чеченской Республики вступился за чеченских беженцев в Польше, что Евразийский банк развития дал старт масштабному республиканскому проекту, что чеченский журналист стал одним из победителей Всероссийской молодежной премии «Прорыв». Обо всем об этом и не только в еженедельной рубрике «Ченет-Инфо». Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров сохраняет лидирующие позиции в рейтинге упоминаемости в СМИ руководителей регионов России по итогам ноября 2009 года. Об этом сообщает целый ряд электронных изданий. Так, в рейтинге руководителей регионов Южного федерального округа по индексу информационного благоприятствования информации Рамзан Кадыров уже который месяц продолжает оставаться на первом месте. Сохранил свои позиции президент Чеченской Республики и сводном медиа-рейтинге глав регионов Российской Федерации. В этом списке Рамзан Кадыров следует за мэром Москвы Юрием Лужковым и губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Матвиенко. В таблице же топ-40 глав регионов Российской Федерации по индексу информационного благоприятствования Рамзан Кадыров на 4-м месте. Напомним, рейтинг упоминаемости глав российских регионов составляет ежемесячный
ежемесячно информационным агентством «Регнум» совместно с компанией «Медиалогия». Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров встревожен ситуацией вокруг чеченских беженцев в Польше. Действия беженцев он назвал шагом отчаяния и возложил ответственность за произошедшее на Варшаву. Об этом по следам самого нашумевшего события недели сообщает целый ряд сетевых ресурсов. Сетевики приводят слова чеченского президента о том, что в Республику Иран не поступала информация о бедственном положении чеченских беженцев в Польше. Если этих людей, которые в свое время бежали от военных действий, приняли в Польше, то на этой стране лежит полная ответственность за то, чтобы им были обеспечены нормальные человеческие условия проживания, отметил в этой связи Рамзан Кадыров. В связи с проводимой оптимизацией объема и структуры расходов федерального бюджета проектом прогноза на 2010-2012 годы ожидается сокращение финансирования программы развития аэропортов Российской Федерации в 2010 году. Об этом сообщает интернет-издание AEX.ru. Как сообщает издание, согласно информационной справке Росавиации, проведение работ предусмотрено лишь в 30 из планируемых 48 аэропортов страны. Примечательно, что в список ожидаемого сокращения финансирования аэропортов Чеченская Республика не попала. Более того, издание сообщает, что по итогам исполнения федерального бюджета за первое полугодие 2009 года лимит государственных капитальных вложений по отрасли воздушный транспорт увеличен на 1 миллиард 616 миллионов рублей и в общей сложности составляет 22 миллиарда 956 миллионов рублей. По Чеченской Республике в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики» на 2008-2011 годы эта цифра составила 348,6 миллионов рублей. Интернет-издание «Ислам Российской Федерации» сообщает, что объединение женщин-мусульманок Дагестана-Муслимат, жителей поселка Новый Кяхулай Ненецкого района города Махачкалы и селения Сергакалы Сергокалинского района обратились к президенту Дагестана Муху Алиеву с просьбой в соответствии с законом о личной и общественной нравственности Республики Дагестан защитить детей от пагубного влияния СМИ, пропагандирующих падение нравов. Подписанты обращают внимание на то, что в Дагестане растет безнравственное и непатриотическое поколение, и виноваты в этом СМИ, в первую очередь телевидение, которое пропагандирует разврат и порочность. При этом подписанты обращают внимание на опыт Чеченской Республики, в которой благодаря действиям руководства Республики и Рамзана Кадырова, направленным на духовно-нравственное очищение населения, телевидение прекратило трансляцию передач и фильмов, пропагандирующих разврат и насилие. Евразийский банк развития выделит почти 3 миллиарда рублей на реконструкцию Аргунской ТЭЦ, которая станет крупнейшей генерирующей мощностью в республике и позволит на треть снизить себестоимость электроэнергии для чеченских потребителей, сообщает пресс-служба Евразийского банка развития. Сообщается, что договор о представлении кредита подписали в Москве в четверг представители банка и правительства Чеченской Республики. Уже заявлено, что невозобновляемая кредитная линия сроком на 10 лет на сумму 2,98 миллиардов рублей будет предоставлена компании «Аргунэнерго», которая займется реконструкцией ТЭЦ-4 в Аргуне. Ожидается, что после введения ТЭЦ в строй на нее будет приходиться около 40% электроэнергии республики. При этом проект абсолютно окупаемый и не предполагает никаких дотаций со стороны бюджета. Сообщается и о том, что руководство республики рассчитывает, что проект окупится в течение 5-7 лет. В течение 3 лет в Чеченской Республике будет запущен весь спектр услуг связи, включая домашний и мобильный интернет, телефонию и кабельного телевидения. Об этом с подачи заместителя генерального директора ФГУП «Электросвязь» Абдулы Азиева сообщает ряд электронных изданий. Ожидается, что предприятие обеспечит население всеми видами услуг, которые предоставляют мировые операторы связи. Так, на сегодняшний день по республике проведена модернизация 25 станций для улучшения программ обеспечения. В 364 населенных пунктах установлены таксофоны универсальной связи, с которых жители могут дозвониться в любую точку мира, а также 195 пунктов коллективного доступа к интернету в 11 районах республики. Сообщается, что завершается установка оборудования в Грозненском и Натеречном районах. Там уже введены в строй 13 станций, проложено 100 километров оптиковолоконного кабеля. Проводится в районах и работа по телефонизации беспроводной связью.
Хорошей новостью для жителей Чеченской Республики стало открытие в Грозном центре дистанционного образования детей-инвалидов, сообщает ряд электронных изданий и добавляет, что отныне в республике дети, которые в силу различных обстоятельств не посещают школу, смогут учиться на дому с использованием сети интернет. При этом уточняется, что на реализацию этого проекта Министерство образования и науки Российской Федерации и Министерство финансов Чеченской Республики выделили 20 миллионов рублей. Издание приводит слова руководителя сектора по реализации национального проекта образования Минобразования Чеченской Республики Демиева о том, что в ходе проекта каждый ребенок из этой категории будет обеспечен персональным компьютером и комплексом средств для выхода в интернет. Напомним, что по статистике всего по республике насчитывается более 32 тысяч детей-инвалидов. Причем из них в общеобразовательных учреждениях обучаются лишь 9276 детей, в том числе 768 охваченных обучением на дому. В Чеченской Республике отмечен настоящий бум рождаемости. Об этом сообщает электронное издание Russia Today. По словам издания, родильный дом так заполнен, что многие из тех, кто вот-вот родит, ждут своей очереди в коридоре. 35-летняя женщина из отдаленной горной деревни родила своего 8-го ребенка. После 7 сыновей у нее наконец родилась девочка. Издание констатирует, что доктора в роддоме работают без перерывов. Более 7 тысяч малышей родились здесь в этом году по сравнению с 5 тысячами в прошлом. Коэффициент рождаемости растет. Отмечается, что чеченские семьи традиционно многодетные и нормальным считается иметь более 8 детей. Мы снимали в этом роддоме в течение 3 часов. За это время родилось 4 мальчика и 3 девочки. Врачи говорят, что это только начало. Ежедневно здесь появляется на свет порядка 20 малышей, отмечает автор публикации. Чеченский журналист Зелимхан Яхиханов стал победителем в номинации «Про медиа» Всероссийской молодежной премии «Прорыв». Награждение победителей прошло в рамках форума победителей, который прошел в Олимпийском. Об этом на неделе сообщит ряд чеченских сетевых ресурсов. Зелимхан – единственный журналист из Чеченской Республики, освещавший саммит Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге. Однако сам Зелимхан считает главным своим достижением уже более 300 публикаций федеральных СМИ и победу на форуме победителей. Это действительно победа для меня, говорит сам журналист. Премию ему вручил Михаил Леонтьев и Таня Канделаки. Напомним, форум победителей стал итоговым мероприятием Года молодежи и собрал в Москве 20 тысяч талантливых молодых людей со всей России, победителей олимпиад, соревнований и профессиональных конкурсов. В работе форума принял участие президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. Лето этого года ознаменовалось весьма любопытной и приятной новостью, которая практически моментально облетела все СМИ. В Чеченской Республике появилась собственная киностудия. Можно долго говорить о плюсах и минусах рождения чеченского кинематографа, но открытие собственной киностудии по производству качественных художественных фильмов с логотипом «Чеченфильм» бесспорно станет новой вехой в истории и в развитии культурной жизни республики. Каким он будет, чеченский кинематограф, и что ожидает нас в этом направлении дальше? Об этом в рубрике «Тема инфо» расскажет Магомед Нухаев. За последние несколько лет из руин восстала не только Чеченская Республика, но и ее духовное наследие. Благодаря руководству республики большое внимание наравне с духовно-нравственным воспитанием уделяется развитию искусства, национальным традициям, культуре, обычаям. В данном контексте нельзя не отметить и возрождение кинематографии. В современном мире кино давно стало неотъемлемой частью культуры любого государства, которое также играет не последнюю роль в жизни людей. Недавно произошло долгожданное событие для чеченского народа. В июне текущего года постановлением правительства республики создана киностудия «Чеченфильм». Пост директора занял наш соотечественник, проживавший в последнее время в Америке и вернувшийся на родину в целях создания национального кинематографа. Это уже довольно известный в кинематографических кругах режиссер Инал Шерипов. На его счету несколько фильмов о Чеченской Республике, и по его признанию он надеется, что эти фильмы далеко не последние. Помочь в создании Чеченфильма уже откликнулся известный киноконцерт «Мосфильм», сотрудники которого обучат чеченских коллег снимать полноценное и качественное кино. Соответствующее соглашение между гендиректором Мосфильма Кареном Шахназаровым и директором киностудии «Чеченфильм» Иналом Шериповым. На первом этапе, поскольку профессиональных режиссеров и сценаристов в Чеченской Республике практически нет, Мосфильм собирается обеспечить республику кадрами и объяснить, как делается кино. Когда в Чеченской Республике появится творческая элита, московская помощь больше не понадобится. Мне кажется, очень важно действительно, что у Северного Кавказа появится своя студия и вообще появится какой-то голос
кинокультуре России, потому что, в общем, Северный Кавказ, понятно, очень важная часть, очень своеобразная, самобытная. И на самом деле никогда не Северный Кавказ никогда не участвовал в кинокультурной жизни, что советской, что России. Мы, в общем, кстати, в этом смысле, я считаю, какая-то была вот такая вот дисбаланс был явный. Поэтому мы с своей стороны, когда вот узнали о том, что такое решение принято, мы сразу, значит, сказали о том, что мы готовы оказать всемирную поддержку, содействовать, помощь. О том, что в Чеченской Республике в ближайшие годы собираются снимать именно качественное кино, свидетельствует и то, что в попечительский совет Чеченфильма вошли известный российский скульптор Зураб Царетели, певец Иосиф Кобзон, режиссер Карен Шахназаров и, наверное, гарант всего происходящего, президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который, как известно, слова на ветер просто так не бросает. Сама идея создания национального чеченского кино возникла почти 10 лет назад в ходе беседы Инала Шарипова с первым президентом республики Ахмадом Кадыровым, которого очень интересовала перспектива создания национального кинематографа в Чеченской Республике. Временно наша база будет находиться, вот пока будем сами формировать, на Мосфильме. У нас есть договоренность с Шахназаровым Карен Георгиевичем, что пока мы не построим здесь свое, и пока наши дети не отучатся, мы будем использовать материально-техническую базу Мосфильма и профессиональные кадры для осуществления наших национальных проектов, которые сегодня нужны первоочередные. Сам же кинематограф был изобретен в XIX веке, но крайне популярным этот вид искусства стал только в начале XX. Своим появлением кинематограф произвел большой фурор как в России, так и во всем мире. Первые кинопоказы фильмов братьев Люмьер в нашей стране состоялись в мае 1896 года. А с 1908 года кинопроизводство приняло уже постоянный характер, и киноиндустрия стала развиваться усиленными темпами. Сегодня на фоне голливудских блокбастеров мы совсем забыли о том, что кинематограф является неотъемлемой частью духовного богатства народа. А ведь кино должно воспитывать и формировать на уровне души, а не быть своего рода развлечением на уровне эмоций. Перефразируя известное утверждение о том, что все дороги ведут в Рим, Инал уверен, что чеченцы все дороги рано или поздно приводят на свою малую родину. Возрождающейся республике нужны профессионалы своего дела, чтобы человек смог вложить свои знания и навыки в происходящие созидательные процессы. Инал надеется и верит, что дома, в Чеченской Республике, он сможет не только реализовать себя по профессиональной линии, но и станет полезным обществу. Если мы делаем кинематограф национальный, то он должен быть лучше, как и все. Чеченцы привыкли, что у нас все самое лучшее. И, к сожалению, реальность таковой, что без профессионального образования лучшим невозможно быть. Поэтому первый этап – это профессия. Пока мы будем создавать материально-техническую базу в республике по федеральной целевой программе, вот за эти несколько лет, пока мы будем строить свои павильоны и свою студию, наши дети будут учиться, наша талантливая молодежь будет учиться в Москве, и в Авгике, и на Мосфильме. И вот через 4 года мы получим уже и материально-техническую базу, и профессионалов из Москвы. И я уже, в принципе, лучший, конечно, получит стажировку в Европе, на Чиночите, на итальянской легендарной студии, или на Бабельсберг в Германии. Поэтому стимулы для роста очень большие. Поэтому кто будет лучше, они будут лучше. По словам главы Чеченской киностудии, основной акцент в чеченских фильмах будет сделан на национальный формат, и, следовательно, формат кинопродукции будет соответствовать определенному эстетическому уровню. Именно такое кино, по его мнению, будет интересно зрителю на фоне многочисленных боевиков, ужасов или комедий. Сегодня телевидение ориентировано на попсу, на массовую культуру, и основную роль в этой массовой культуре играет тут пресловутый Голливуд. А те традиции, о которых говорил Карен Георгиевич и говорил я, то есть европейские традиции кино и российские, советские традиции кино сегодня, к сожалению, не востребованы. И мы, в первую очередь, будем продолжать и пытаться формировать национальный кадр именно в этой традиции.
Потому что это и есть настоящий кинематограф, и это и есть настоящее искусство. Можно долго говорить о плюсах и минусах рождения чеченского кинематографа, но открытие собственной киностудии по производству качественных художественных фильмов с логотипом «Чеченфильм» бесспорно станет новой вехой в истории и развитии культуры республики. Посредством кино подрастающее поколение получает новые познания и, главное, кино воспитывает человека. Руководствуясь этой простой истиной, местные власти во главе с Рамзаном Кадыровым несколько лет назад твердо решили, что в Чеченской Республике должно сниматься собственное чеченское кино. И в этом плане в последние годы проведена колоссальная работа. Одним из первых в республике был возрожден кинопрокат. При Министерстве культуры было воссоздано Государственное управление по кинематографии. В 2005 году, после длительного перерыва, в Старопромысловском районе Грозного открылся первый кинотеатр. Впоследствии они разрослись по всей республике. Дальше больше. В июне 2008 года в Грозном прошел международный кинофестиваль «Ноев ковчег», куда приехали для участия кинематографисты из Алжира, Бразилии, России, Египта и других стран. Также на базе типографии «Путь» была создана студия для производства мультфильмов на чеченском языке, а в республику с мастер-классами стали приезжать известные российские режиссеры. Недавно вот на закрытии кинофестиваля «Ноев ковчег», когда я узнал, что в Грозном кинофестиваль, я вообще обалдел. Страна еще не оправилась от войны, страна еще строится, а уже международный кинофестиваль. Ну ладно, это я так принял. Потом я приехал на закрытие, увидел международных гостей, иностранцев, которые приехали, не побоялись в Грозный. Я тоже обалдел. Значит, они выходили, все показывали фильмы, было жюри представительное, я тоже обалдел. Между тем, чеченский кинематограф также развивался и восстанавливался, как и вся республика. Так, в 2006 году вышел первый художественный фильм на чеченском языке под названием «Волею судьбы». Далее были фильмы «Гражданин» и уже нашумевший фильм «Hero», который был снят представителями чеченской общины Астраханской области. Все эти фильмы способствовали не только развитию чеченского кинематографа, но и популяризации чеченского языка, традиций и обычаев чеченского народа. К слову, Рамзан Кадыров не раз в своих выступлениях подчеркивал, что без своей истории и культурного наследия любой народ обречен на вымирание, и что, несмотря на то, что в республике еще существует ряд задач, которые необходимо решить, без пропаганды национальных ценностей мы не сможем далеко уйти. Молодежь должна с уважением и пониманием относиться к правилам и ценностям чеченского народа, помнить об основных качествах, присущих настоящему чеченцу. Вайдана, гиллах садоиш бун ачи вайдана, республика докудана, цадозит, вайдана, цахаид бин докубах вайдана, первый президент его, Боштег, вайбусал бадош, вайварадейш лилидал диндош, вайварадейш лилидал гиллах коллах дош, вайкультур дана, вайисинсин дана, вайдехар ду элдана, so билгал бакан якбар. Развитие чеченского кинематографа укрепит и создаст имидж гражданина Чеченской Республики, а также будет способствовать экспорту чеченской культуры. К тому же кинематограф отражает историю нашего существования, а потому, если глаза – это зеркало души, то кинематограф – это зеркало нашей жизни. Давно известная истина, что не деньги порождают талант, а таланты порождают деньги, сегодня как нельзя лучше олицетворяет современный кинематограф. Без интересных идей, без качественного фильма в современном обществе нельзя завоевать зрителя, сколько бы денег ни выделялось, а потому любой производимый продукт на рынке искусства – это всегда определенный риск. Хочется верить, что риск будет не напрасным, и вскоре в российских кинопрокатах появится новое кино, которое будет произведено в Чеченской Республике. С самого первого дня своего основания и с самого первого выхода номера коллектив газеты, главной республиканской газеты «Вести Республики», неизменно следует в фарватере политики главных ориентиров, намеченных чеченским руководством. Газета неизменно выступает проводником и сторонником всех инициатив президента Чеченской Республики, направленных на кардинальное переустройство чеченского общества. Рубрика «Вести Инфо» с обзором последних и наиболее ярких общественно значимых публикаций газеты. С
Встреча президента с представителями нацменьшинств. Публикация Усмановой, которая представлена в очередном номере газеты, рассказывает о конференции на тему молодежи разных национальностей, чего она желает, как она живет, которая прошла во Дворце молодежи. Примечательно, отмечает автор публикации, что на встречу с представителями кумыкской, ногайской, татарской, русской молодежи приехали президент Республики Рамзан Кадыров, спикер парламента Духвах Абдурахманов, депутат Госдумы Адам Делимканов, министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Шамсаил Саралиев, министр внутренних дел Руслан Алханов, министр образования и науки Анзор Музаев и многие-многие другие. После приветствия собравшихся президент республики Рамзан Кадыров сказал: «Я сегодня собрал вас здесь для того, чтобы озвучить всем вам еще раз, что руководство республики будет делать все, чтобы у нас было взаимопонимание, чтобы мы не разделялись на мусульман, христиан и представителей других конфессий. У нас такого быть не должно», отметил президент. «Каждый уверенно и смело должен следовать своей религии, соблюдать свои обычаи и традиции, и каждый должен поднимать свою культуру. Тогда у нас будет дружная, крепкая, многонациональная республика». Автор подчеркивает, что желающих задать президенту вопрос или же просто поблагодарить за восстановленную республику было много, и они, в принципе, были заданы. Прозвучали и слова благодарности. В результате трехчасового живого общения с присутствующими Рамзан Кадыров здесь же на месте решил много непростых вопросов. Так глава республики дал распоряжение определить льготы для малоимущих по оплате налогов за газ. Также был привлечен к беседе и оператор сети «Мегафон», который получил поручение обеспечить связью те населенные пункты, в которых, как оказывается, люди до сих пор не могут пользоваться мобильными телефонами. Собравшиеся разошлись с полной уверенностью, что их проблемы будут решены, отмечает автор публикации. Помним всех поименно. Они гибнут в горячих точках и на мирных улицах наших городов. Они погибают потому, что хотят донести до людей истину, потому что требуют справедливости, потому что просто не желают молчать, замалчивая чье-то беззаконие, насилие и подлость. Не желают, понимая, что молчание здесь преступлению сродни. Так начинается публикация «Помним всех поименно», приуроченная к Дню памяти журналистов и посвященная памяти представителей средств массовой информации, погибших при выполнении своего профессионального долга. Репортеры, фотографы, операторы, руководители редакций, телекомпаний. Ценой своей жизни они несли правду о событиях в горячих точках и за честную и справедливую информацию, добытую в мирное время. Гибель журналиста. К сожалению, далеко не всегда дела такого рода получают законную и справедливую развязку, хотя каждый такой случай не остается без внимания, и мы настаиваем на проведении тщательного расследования подобных преступлений, отмечает автор публикации. Автор подчеркивает, что каждый год Россия лишается 10-15 бойцов за правду и отмечает, что в первую очередь этот мир покидают люди неравнодушные и талантливые. Мы зачастую так и не в силах ответить на вопрос, кто же виновен в том, что их голос замолчал навсегда. Однако в наших силах остается разделить горе со вдовами, матерями, детьми погибших и помнить каждого поименно. В одном из интернет-блогов день 15 декабря был назван праздником. Конечно, День памяти не праздник, но каждый из погибших журналистов отдал свою жизнь за то, чтобы состоялись другие праздники, за то, чтобы главное торжество добра, справедливости и истины все же состоялось. И за это им благодарность от живущих, заключает автор публикации. Еще несколько лет назад, просматривая различные познавательно-развлекательные передачи для подрастающего поколения в эфире центральных телеканалов, молодые люди из Чеченской Республики не раз задумывались над тем, почему бы местным телекомпаниям не создать специальный блок, целиком и полностью посвященный интересам и проблемам Чеченской Республики. Такой блог появился, более того, появился даже целый молодежный канал. Об этом заявляет Злобина в своей публикации «Телевизионный ровесник», в котором она знакомит читателя газеты с телепроектом Комитета правительства Чеченской Республики по делам молодежи «Молодежный канал». Автор публикации сообщает, что разработкой канала Комитет правительства по делам молодежи занялся еще в 2006 году. Вначале были некоторые трудности, у частоты не было своего определенного эфирного времени, своего зрителя, технических возможностей и многого другого. Но, к счастью, коллектив справился с проблемами и впоследствии заключил договор о сетевом партнерстве с телеканалом СТС. Теперь по московскому каналу 5 раз в день транслируются программы, в которых в телеэфире освещается жизнь молодежи и обсуждаются молодежные проблемы республики.
Автор публикации подчеркивает, что коллектив молодежного канала, состоящий из 20 человек, во всем и полностью соответствует своему названию. Так, самому старшему из корреспондентов нет и 30 лет. Не все имеют высшего образования. В большинстве своем это молодые люди, по профессии далекие от средств массовых информаций. Тем не менее, ребята стали настоящими специалистами в выбранном деле, и помог в этом им все тот же телеканал СТС, с которым наш канал заключил взаимовыгодные партнерские соглашения. Теперь каждый месяц мастера телевизионного дела из Москвы проводят с ребятами тренинги по ведению репортажей, монтажу и обучают молодых телевизионщиков приемам работы в эфире. Как отмечает директор молодежной телерадиокомпании Сулим Салтагариев, уже в скором будущем в эфир выйдут новые программы канала, направленные на повышение интеллекта молодежи и ее духовно-нравственного воспитания. Первый чеченец в Тереке. Так озаглавил свой материал журналист Искирханов. В нем автор рассказывает о легендарном и незаслуженно забытом первом футболисте-чеченце Шарауддине Дудаеве, игравшем в свое время в команде «Терек». Мы гордились им, мы любили его. Каждый из нас хотел поговорить с ним, пожать ему руку. Это был для нас и кумир, и герой. Когда Шарауддин играл в Тереке на стадионе имени Орджоникидзе, где было несколько тысяч мест, в основном были болельщики из чеченской молодежи. С трибун слышались подбадривающие своего любимого земляка возгласы. Когда заканчивался матч, болельщики, сметая с дороги милиционеров, устремлялись в раздевалку и обступали Шарауддина. Они долго не отпускали его. Каждый хотел сказать ему что-то свое теплое и радостное. Какое-то удивительное состояние охватывает человека, когда их любимец творит что-то не всем постижимое, рассказывает автор о своей публикации. Искирханов приводит воспоминания людей, которые в свое время близко знали футболиста. В этих незамысловатых и простых житейских историях раскрывается не только мастерство известного в свое время футболиста, но и его характер, человечность и неуемное стремление принести в себя в жертву во славу чеченского спорта. Ему было 49 лет, когда он ушел в иной мир. В ноябре ему бы исполнилось 70. Их было 5 братьев. Я познакомился со вторым по возрасту, Камалдином, который любезно предоставил материал с данными о жизни и спортивной деятельности Шарауддина. Он бережно хранил все фотографии, все документы, которые могли мне до точности воспроизвести факты из его биографии и познакомить читателей с первым чеченским футболистом, игравшим в Тереке. Хочется сказать ему большое спасибо за любовь и уважение к брату, который является гордостью не только его семьи и жителей села Алды, откуда он родом, но и всего чеченского народа, заключает свой материал автор публикации. Ускоренное развитие малому бизнесу. На днях депутаты парламента республики приняли законопроект, направленный на развитие малого и среднего предпринимательства на территории Чеченской республики. По мнению инициаторов, с принятием данного закона в республике будут созданы необходимые нормативно-правовые условия для ускоренного развития малого и среднего бизнеса. О том, что дает новый закон предпринимателям, и размышляет в публикации «Ускоренное развитие малому бизнесу» корреспондент газеты «Вести Республики» Сейдемир Хасиев. Автор отмечает, что принятие законопроекта явилось логическим продолжением политики руководства республики, направленной на максимальную поддержку малых и средних форм бизнеса. Хасиев напоминает о необходимости содействия в развитии бизнеса. Руководство Чеченской республики высказывалось еще в самом начале процесса возрождения республики. Однако кризисные явления в мировой экономике все же перевели акцент внимания федеральных и республиканских органов на срочное принятие антикризисных мер. Тем не менее, принятие состоялось, и это бесспорно говорит о том, что руководство не отступилось от ранее заявленных обещаний. Об этом и многом другом автор беседует с начальником отдела малого бизнеса и предпринимательской деятельности Министерства экономического развития республики Магомедом Садыковым. В ходе беседы собеседник отмечает, что на пути решения этих вопросов в республике есть и определенные успехи. Так, только по предварительным данным, на начало 4-го квартала текущего года в республике зарегистрировано свыше 7200 предприятий частной формы собственности и около 27 тысяч индивидуальных предпринимателей. За 9 месяцев текущего года было зарегистрировано около 300 предприятий и 900 индивидуальных предпринимателей. Малыми предприятиями уплачено почти 100 миллионов рублей налогов в бюджет Чеченской республики по специальным налоговым режимам. За свою сравнительно недолгую жизнь он написал более 55 научных трудов, общий объем которых составляет 250 авторских печатных листов. Он является автором и соавтором 8 двуязычных и трехязычных переводов орфографических и терминологических словарей.
Его перу принадлежат многочисленные буквари, учебники, грамматики, монографии и так далее. Его вклад в отечественную лингвистику трудно переоценить, и если россияне гордятся заслугами великого Даля, то для нас столь же крупным отечественным просветителем является Ахмат Гехаевич Мацыев. Человек, стоявший у истоков разрешения важнейших проблем вайнахского языкознания. Рубрика «Жизнь замечательных людей» о жизни Ахмата Мацыева. В истории русского предпринимательства есть немало моментов социальной значимости. Так, купеческая семья российских меценатов Морозовых жертвовала собственные средства на многочисленные начинания, благотворительные, культурные. Был такой среди именитых чеченских купцов известный меценат Геха Мацыев. Это он, крупный купец Геха Магомедович Мацыев, будучи владельцем трехэтажного здания, в начале 20 века представил свой особняк для образовательных нужд Грозного. В 1904 году в этом хорошо известном старшему поколению горожан доме было открыто реальное училище. В разное время Грозненское реальное училище окончили многие наши выдающиеся земляки, в том числе и младший сын Гехи Мацыева, первый чеченский ученый-языковед Ахмат Гехаевич Мацыев. В 1916 году, в 14 лет, Ахмат с отличием окончил Грозненское реальное училище. На тот период предметом его особой любви, конечно, на всю жизнь стал родной чеченский язык. В 1926 году он поступил на работу техническим редактором чеченского издательства, однако почти вся его жизнь была посвящена изучению родного языка. Начинал он почти на пустом месте. Никаких лексикографических работ в то время не было, за исключением небольшого чеченско-русского словарика, изданного в качестве приложения грамматики чеченского языка известным кавказоведом Усларом. В поисках материала по чеченской лексике Ахмат Мацыев ездил по селам Итумкалинского, Чеберлоевского районов, вдоль и поперек обошел равнинную Чечню. Он выверял правильное правописание и значение того или иного слова, получал у старожилов сведения об архаизмах, уточнял их смысл. Попутно собирал чеченские пословицы, поговорки, крылатые выражения. Отдельно записывал слова и выражения, связанные с древними поверьями чеченцев. Вся эта кропотливая работа вылилась в солидный труд. Широко известный чеченско-русский словарь, увидевший свет в 1927 году. Автору первого чеченско-русского словаря тогда исполнилось всего лишь 25 лет. В 1930 году, несмотря на молодой возраст, Ахмат Мацыев назначается заведующим сектором языка Чечено-Ингушского научно-исследовательского института истории языка и литературы. В 1925-1937 годах основой чеченской письменности была латинская графика. Мацыев принимал участие в составлении алфавитов на латинской и русской основе разработки орфографии чеченского литературного языка. На тот период из-под его пера выходят буквари, учебники чеченского языка, сборники упражнений по правописанию, а в 1930 году выходит терминологический словарь, который содержал около 3500 словарных единиц и охватывал большую часть новой общественно-политической лексики. Этот словарь явился ценным пособием для работников печати, радио, широкого круга интеллигенции и учащихся. Чуть позже, в 1932 году, издается и его трехязычный словарь, в котором были собраны бацбийские слова с параллельным переводом на чеченский и русский языки. Появление этого словаря вызвало широкий отклик в печати. Именно работы Ахмата Мацыева заложили в послеоктябрьский период прочную базу для дальнейшего развития вайнахского языкознания, поставив его по объему исследования в один ряд с другими кавказскими языками. И потому, перешагнув свой 30-летний рубеж, Мацыев заявил о себе как известный, талантливый и работоспособный ученый. Увы, именно на таких ярких представителей национальной интеллигенции тогда и охотились вездесущие ищейки из НКВД. В 1937 году, глубокой ночью, молодой ученый был арестован. Немалых усилий стоило родственникам Ахмата узнать, где он содержится. Это был тот самый дом, в котором прошло его детство, и который в свое время был конфискован у его отца, купца Мацыева. Палачи подвергали молодого ученого не только физическим пыткам. Из огромного числа комнат, которые к тому времени стали камерами тюрьмы НКВД, они водили Ахмата на допросы именно в ту из них, где и прошли его детство и юность. Иногда его выводили во двор и, побрив наголо голову, привязывали к столбу и ставили на солнцепек. Целый день ученого держали в таком состоянии, не давая есть и пить. Однако никакие пытки не смогли сломить ученого. В этих же страшных застенках ожидали своей участи и томились тогда Арбим Амакаев, Халид Яндаров, Дашлако Мальсагов, Аздоев, весь цвет чеченской и ингушской интеллигенции. В одной камере с Ахматом Мацыевым 10 месяцев находился выдающийся политолог 20 века Абдурахманов Тарханов. Только через 3 года заключения был назначен день суда. Обычно после суда заключенных расстреливали, но произошло непредвиденное. Мацыева и 2 его товарищей оправдали и прямо в зале суда освободили из-под стражи.
Ученый вновь вернулся к любимой работе. Он был полон идей и замыслов, однако через несколько месяцев его вновь арестовали за непослушание, поскольку он продолжал издавать свои труды. На этот раз его отправили в ссылку в Казахстан, но затем освободили с подпиской о невыезде. Вследствие этого 23 февраля 1944 года, в самом начале депортации чеченского народа, Ахмат Гихаевич уже находился в Казахстане. Через несколько месяцев после освобождения его уже в третий раз подвергают аресту, и на этот раз уже за нарушение подписки о невыезде. Полностью Ахмат Мациев был реабилитирован только в 1957 году. В общей сложности Ахмат Мациев провел в местах заключения 15 лет, но даже в этих тяжелейших условиях он не переставал заниматься научными исследованиями. В 1955 году работа над первым чеченско-русским словарем была продолжена, и в 1961 составленный им чеченско-русский словарь объемом в 20 тысяч слов был издан в Москве издательством иностранных и национальных словарей. Этот словарь самый значительный из всех трудов Ахмата Мациева. Работе над ним он посвятил более 20 лет своей жизни. В 1963 году словарь Ахмата Мациева успешно выдержал публичную защиту, за что его составитель был удостоен степени кандидата философских наук. В то же время собранного Мациевым исследовательского материала хватило бы на несколько докторских диссертаций. При таком солидном научном багаже он не был ни карьеристом, ни дельцом от науки и никогда не был избалован славой. До конца своих дней Мациев работал над усовершенствованием своего словаря. Со дня его выхода в свет и до последнего дня своей жизни ученый продолжал лексикографическую работу по уточнению, шлифовке чеченского текста и объяснению к нему на русском языке, а также пополнению словаря неохваченным лексическим материалом. В этот период Мациевым охвачено около 15 тысяч слов, 647 рукописных листов, не вошедших в изданный словарь. За этот период автором собраны и литературно обработаны более 1200 чеченских народных пословиц и поговорок, которые в качестве фразеологического материала в необходимых случаях кратко и метко иллюстрируют употребление слова в речи. От Ахмата Гихаевича веяло удивительной аурой. Он был воплощением воспитанности, доброты и интеллигентности. Ахмат Мациев щедро делился своими знаниями и опытом со студентами Чечено-Ингушского педагогического института, в котором некоторое время преподавал и заведовал кафедрой языкознания. Человеческая скромность, его высшая ступень, была одной из черт его бытия. Рядом с ним невозможно было не чувствовать себя чище, нравственно и духовно, невозможно было не стараться попытаться подняться до его уровня в понятии «эздангала». Выдающийся политолог Абдурахманов Тарханов вполне заслуженно называл своего знаменитого земляка чеченским Далем. Умер крупный чеченский ученый Ахмат Мациев в 1968 году прямо на работе, оставив после себя доброе имя и огромное теоретическое наследие. К сожалению, многие из его неопубликованных работ, которые даже в таком виде представляли большой научный интерес, а также архивы и фотографии, сгорели в ходе военных событий в Грозном. За свою сравнительно недолгую жизнь, 60 лет, Ахмат Мациев написал более 55 научных трудов, общий объем которых составляет 250 авторских печатных листов. Он является автором и соавтором 8 двуязычных и трехязычных переводов орфографических и терминологических словарей. Кроме того, его перу принадлежат многочисленные буквари, учебники, грамматики, монографии. Самым же значительным из его научных трудов, несомненно, является чеченско-русский словарь, работе над которым он отдал более 20 лет. Огромный вклад Мациева в отечественную лингвистику трудно переоценить. И если россияне гордятся заслугами великого Даля, то для нас, чеченцев, столь же крупным отечественным просветителем является Ахмат Гихаевич Мациев, стоявший у истоков создания чеченской письменности, разрешения важнейших проблем вайнахского языкознания. Ну что ж, это было все, о чем мы собирались вам рассказать. С вами был Валик Гинаев. Мы увидимся с вами ровно через неделю. Благодарю за внимание. До свидания.